3 года назад Донбасс и Новороссия воссоединились с Россией. 30 сентября 2022 Владимир Путин и руководители новых территорий завизировали соглашение о включении новых регионов в состав нашей страны. Об этом и не только поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Рустам Шоров, депутат Госсобрания Республики Башкортостан, член Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Рустам Асламбекович, здравствуйте. Добрый день, Род. Итак, мы сегодня обсуждаем одну из главных тем на сегодняшний день. Это важный день не только с исторической точки зрения, с политической, но еще и с общечеловеческой, наверное. Как считаете? Да, в первую очередь, еще раз хочу поблагодарить вас за приглашение в вашу студию. У нас уже сложилась добрая традиция встречаться у вас и беседовать на актуальные темы. Да, действительно, 30 сентября 2022 года мы стали свидетелями большого исторического события в современной истории России. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Как отметил президент, данные регионы вернулись к себе на родину, вернулись в свою семью. И ключевым особенностям историческим и также политическим, конечно же, можно отнести, что данные регионы сохранили свой статус, сохранили свое название. Русский язык стал государственным языком в данных территориях. 2 октября 2022 года Конституционный суд Российской Федерации признал легитимными договора и соглашения. Это очень важные аспекты. На сегодняшний день мы видим, что прошло уже 3 года, видим кардинальные положительные изменения в области социальной политики, в области экономики. Экономика интегрировалась с российской экономикой. Была модернизирована социальная инфраструктура, построена и модернизирована более 23 тысяч объектов социальной инфраструктуры. Это школы, это медицинские учреждения, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. Это, конечно же, автомобильные дороги. И сегодня, наблюдая картину присоединенных регионов, мы четко видим, что соблюдаются социальные гарантии для населения. И, конечно же, растет экономика в данных регионах. Рустам Асламбекович, удавалось, может быть, вам бывать в новых регионах? Может быть, какая-то помощь оказывает именно региональное отделение нашей партии в этих территориях? Да, мне приводилось бывать в данных территориях. Ежегодно мы посещаем Луганскую Народную Республику, Донецк. У нас там открыты партийные наши региональные отделения. Также работает Центр защиты прав граждан, который помогает в решении насущных конкретных вопросов жителей, начиная от гуманитарной помощи, заканчивая какими-то правовыми аспектами. Если вернуться уже к нашим сегодняшним делам, то в сентябре Владимир Путин встретился с лидерами политических фракций. В частности, лидер «Справедливой России. Патриоты за правду» Сергей Миронов поднял разные вопросы, в том числе миграционная политика, заработная плата, пенсии и так далее. Вот на какие предложения Владимир Путин поддержал? Да, действительно, встреча была совсем недавно, 18 сентября 2025 года. Встретились лидеры парламентских партий, и Сергей Михайлович Миронов предложил следующие инициативы. Это полное проведение инвентаризации в сфере ЖКХ, это работа с тарифами, уменьшение тарификации, это ужесточение миграционной политики у нас в стране. Мы боремся уже с этим не первый год, предлагаем конкретные пути решения, изучаем статистику, работаем с этой статистикой, предлагаем обратить внимание Росстату, приземлиться с небес на землю, как говорится, снять розовые очки и проводить качественную статистику по индексации зарплат, по росту заработной платы, учитывать моменты самозанятого населения, учитывать большую дельту между регионами,
в области роста зарплат. Вот. И все предложения, которые были озвучены Сергеем Михайловичем, Владимир Владимирович поддержал. Безусловно, сейчас эти предложения в открытой повестке, они будут прорабатываться в стенах Государственной Думы уже в этом году на осенней сессии. В сентябре уже состоялся Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» у нас здесь, в столице Республики Башкортостан. Наверняка на заседании подводили итоги минувших выборов. Какие результаты? Да, недавно состоялось у нас расширенное заседание нашего регионального совета. И ключевой повесткой нашего заседания, конечно же, были выборы, сентябрьские выборы 2025 года. По результатам выборов мы заняли почетное 2-е место. Мы увеличили число мандатов. Теперь у нас есть депутаты в городе Белорецк, в городе Туймазы и в городе Бирск. Также увеличили число мандатов в сельских поселениях. Это еще раз доказывает о том, что мы двигаемся в верном направлении. Мы работаем с гражданами напрямую. Мы проводим и приемы граждан, и активно у нас работает Центр защиты прав граждан у нас в регионе. Данную позицию мы будем только усиливать и не подведем доверие наших граждан. Рустам Асламбекович, вот новые представители в Белорецке, вот в других городах, которые вы перечислили, насколько, может быть, внушают доверие, насколько они сами готовы взяться за именно то, чтобы представлять партию в этих городах? Сейчас мы живем в условиях социально-экономической турбулентности, и каждый регион, вообще в целом страна, требует кардинальных изменений в области социальной политики и в области экономики. Наша партия как раз это и предлагает. У нас есть альтернативный бюджет партии разработан. Мы предлагаем новые усовершенствованные решения в области социальной политики. Предлагаем, откуда взять деньги на усовершенствование. И те кандидаты, которые выдвигались от нас, они точно, четко понимают, как работать с этой информацией, как работать с гражданами. У нас есть четкое взаимодействие с прошлого года. Вот мы, получается, взаимодействуем с муниципальными депутатами, региональными депутатами и городских округов. Координируем информацию в региональном отделении и непосредственно уже работаем с этими обращениями. То есть готовность на все 100% наших депутатов. Какие планы намечены на оставшуюся часть года? Планы у нас следующие. Буквально на этой неделе состоится расширенная конференция, где будет избран, во-первых, делегат на Всероссийскую конференцию нашей партии. Утвердим программы работы с гражданами. Это же в первую очередь мы продолжим оказывать помощь участникам специальной военной операции, их семьям. У нас проводится специальный день для участников специальной военной операции. Депутаты проводят прием семьям, активно участвуют в помощи. Также под шефство взяты более 10 семей у каждого депутата. Мы постоянно остаемся на связи. И вот в этой области будем дальше работать. Также намечен форум для нашей молодежи от «Справедливой России». Будем заниматься социальным проектированием. Будем, значит, прорабатывать повестки в области патриотизма, в области социального предпринимательства, ну и, соответственно, прорабатывать новые механизмы по гуманитарной помощи, ну и так далее. Работы, в принципе, много предстоит нам. Ну и одно из важных направлений работы в 2026-м предстоят выборы депутатов в Госдуму. Наверняка начнете подготовку уже сейчас. Действительно, подготовку мы начнем после проведения Всероссийского съезда. Утвердится предвыборная программа на 26 год в Государственную Думу. И активно будем внедрять эту политическую повестку у нас в регионе. Также будет привлечены и молодежное крыло партии. Усилится работа с избирателями.
Мы проведем реальную статистику конкретных дел, которые были реализованы у нас в республике, сколько было оказано помощи, сколько Центр защиты прав граждан сэкономил нашим жителям, скажем так, на ЖКХ. Работы, да, предстоит много. Если говорить о приеме граждан, вы уже говорили о том, что помогаете и участникам СВО, и близким. Какие еще вопросы волнуют жителей республики? В основном волнуют социальные вопросы. Актуальной повестки остаются это медицина, здравоохранение, это обеспечение лекарств, это ЖКХ, это социальная инфраструктура, ну и, конечно же, помощь участникам СВО, то есть семьям на местах. Какие вопросы есть у них? И понятно, что республика заботится и о бойцах, и о близких, но иногда бывает нужна точечная именно помощь. Вот какие есть такие незакрытые, может быть, моменты? Точечная помощь – это когда, скажем так, при обращении в государственные структуры нет обратной связи. Люди приходят и рассказывают определенные вещи, когда, то есть обычное обращение пишутся, и власть, если не реагирует на эти обращения, то мы подключаемся оперативно и решаем эти вопросы. Рустам Асламбекович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как живет и как работает региональное отделение политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.